Сегодняшнее видео снова посвящаем Ижемскому району Республики Коми. И уже подлетаем к интереснейшей деревне, расположенной на высоком обрывистом берегу Ижмы, изрезанном глубокими 50-метровыми оврагами. С берега открываются просто потрясающие виды, и они перед вами. Называется эта деревня Вертеп. Стоит только догадываться, откуда взялось это русское название Коми-деревни. Словарь-справочник топонимии Республики Коми Афанасьева связывает название деревни с русским диалектным значением слова «вертеп» – большой овраг с непроходимым кустарником, лесом, возвышенность или холм с лагами. Но это только предположение. По одним сведениям, поселение возникло во второй половине XIX века. Видимо потому, что впервые упомянуто в записях 1873 года. По предположению исследователя Жеребцова Игоря Любомировича, ранее оно возможно фиксировалось вместе с соседними поселениями. Но согласно исследованиям краеведов, из рассказов легенд, передающихся из поколения в поколение, известно, что поселение возникло еще в середине XVIII века. Вначале люди поселились на левом берегу Ижмы, но затем перебрались на правый берег, одни на место нынешнего Краснобора, а другие на место деревни Вертеп. Местные школьницы Диана Семяшкина и Надежда Терентьева, под руководством своего педагога Светланы Рочевой, в течение года изучали архивные данные и записывали воспоминания деревенских старожилов о своей малой родине. Вот некоторые интересные сведения из этих исследований. Неофициально сельское поселение делится на две деревни – Вертеп и Малый Вертеп, которые местные жители до сих пор традиционно называют Кипр и Райдос. Название Кипр одна из частей деревни получила по имени ее основателя Киприяна. Легенда гласит, что почти 300 лет назад местный житель по имени Киприян, устав снимать скудные урожаи хлеба с бедных земель за рекой, переплыл Ижму на бревне и посеял пробную партию пшеницы. Уродился хороший хлеб, и Киприян перевез свою большую семью на новое место жительства. За ним из-за реки потянулись односельчане, но Киприян не пустил их на землю. Тогда его последователи основали Райдос, в переводе с Коми «божественный сосуд», нынешний Малый Вертеп. Почему впоследствии деревню назвали Вертеп, краеведы выяснить не смогли. По одной из версий, русское название она получила из-за множества двухэтажных домов, напоминающих рождественский театр. В 70-е годы прошлого века власти хотели переименовать Вертеп в Нагорную, но название не прижилось. Сегодня в Малом Вертепе двухэтажных домов не осталось, их начали разбирать после Великой Отечественной войны, на которой погибли почти все маловертепские мужики, и некому стало заготавливать дрова для растопки огромных домов. Но по-прежнему в Малом Вертепе люди живут очень дружно и богато, отмечает краевед. По признанию краеведов, наиболее ценные сведения об истории деревни им передали старожилы Парасковья Христофоровна Семяшкина, 1932 года рождения, и Елена Антоновна Канева, 1928 года рождения. По архивным данным, в 1873 году в деревне Вертеп уже было 55 дворов и 495 жителей, в 1905 году 86 дворов и 800 жителей. К 1926 году число дворов в деревне увеличилось до 127,
а количество их обитателей уменьшилось до 738. С 70 по 90 год прошлого века численность населения деревни сократилась с 817 до 673 человек. Согласно переписи 2010 года в деревне проживало 600 жителей. Деревня сегодня очень красива. Люди сумели сохранить свой язык, исторические народные традиции, самобытную культуру, накопленные более чем за 260 лет. И сегодняшнее поколение может гордиться делами своих предков и историей родной деревни. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю подписаться на данный канал в YouTube, а также поддержать подпиской мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен. Новый канал в Дзен можно найти по ссылке в описании к видео, также вы видите его на экране. Будьте активны, пишите комментарии по видеосюжетам, оставляйте свои пожелания. При монтаже использована информация с сайтов, на которые можно перейти по ссылкам под видеороликом.